Что это, храбрость или глупость? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане осужденный политик не принял предложение властей сократить ему срок заключения. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Осужденный зампредседателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмурод Одинаев отказался подписать предложенные комиссией по реализации закона об амнистии документы и потребовал освободить его из тюрьмы. Власти сообщили, что срок заключения осужденного Одинаева сокращен на 3 года по амнистии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Таджикистана. 59-летний Махмурод Одинаев 28 января был признан судом района Рудаки виновным в хулиганстве и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и приговорен в общей сложности к 14 годам лишения свободы. Отец отказался подписать предложенные комиссией по реализации закона об амнистии документы и потребовал освободить его из тюрьмы. Он заявил, что не считает себя виновным. Согласившись на сокращение срока заключения, он косвенно признает свою вину. Отец повторил, что никогда и ни при каких условиях свою вину признавать не будет, сказал сын осужденного политика Хабибула Ризоев. Как вы относитесь к такому поступку? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако, по словам одного из сотрудников Управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана, несмотря на демарш Махмурода Одинаева, срок заключения осужденного сокращен на 3 года по амнистии. Амнистия приурочена к 30-й годовщине независимости Таджикистана. Независимо от того, подписал заключенный необходимые документы или не подписал, срок заключения будет сокращен, пояснил собеседник. Махмурод Одинаев исчез 20 ноября 2020 года. Несколько дней о нем не было ничего известно, однако родные рассказали, что сотрудники милиции допросили практически всех родственников политика, в том числе самых дальних. Многих привозили в Душанбе из других городов. В январе Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило, что Одинаева обвинили в экстремизме и он находится под арестом. Более подробную информацию ищите в наших прошлых выпусках. Состояние здоровья Махмурода Одинаева в колонии ухудшилось. У отца страшные боли в области позвоночника. В настоящее время он находится в тюремной больнице, сообщил сын Хабибула Ризоев. Напомним, спустя почти месяц после приговора Махмурода Одинаева суд в городе Гисар признал его сына Ризоева виновным в хулиганстве и попытке изнасилования и приговорили его к 6 годам заключения. Таймус Слихидин Ризоев отбывает наказание, расположенной в первом советском в Душанбе тюрьме. Напомним, что это старший сын, у него их 2. Другой сын Одинаева, Хабибула Ризоев, также был осужден за хулиганство и оштрафован на 58 тысяч самани. Мать братьев Ризоевых рассказала, что все обвинения против ее сыновей были политически мотивированными и связаны с политической деятельностью их отца. Оппоненты таджикских властей считают, что приговоры Махмуроду Одинаеву и его сыновьям политически мотивированы. Власти отвергают это обвинение. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.